О том, что именно случилось с Отто Уормбиром в Северной Корее, можно будет узнать только если он когда-нибудь вернется на родину. Пока что ближайшие 15 лет студент университета штата Вирджиния может провести на северокорейской каторге, где условия содержания напоминают сталинский ГУЛАГ. А главное, такое тяжкое наказание 21-летний молодой человек получил всего лишь за то, что снял со стены в гостинице и хотел увезти домой в США в качестве сувенира плакат пропагандистского характера. Уормбир приехал в КНДР на Новый год в составе туристической группы, но был задержан таможней в аэропорту прямо перед вылетом на родину. Режим Чучхе сделал все, чтобы придать процессу политический и антиамериканский характер. Узнав, каким может быть приговор за такое злодеяние, в кавычках, Отто был не в силах скрыть свое отчаяние. Это был наихудший поступок в моей жизни, но я ведь просто человек. Молодому американцу, по-видимому, невдомек, что в условиях тоталитарного режима проявлением простых человеческих чувств ни на кого нельзя повлиять. Это было прекрасно видно по каменным лицам тех, кто присутствовал на слушаниях. Заседание заняло всего час. Отто Уормбира не только осудили, но и, возможно, заставили сотрудничать с властями КНДР. Во всяком случае, последнее слово подсудимого прозвучало срежиссированно. США не должны подталкивать таких людей, как я, к совершению преступлений против других государств. Тот факт, что Отто признал, будто кто-то на родине спровоцировал его на противоправные действия, говорит о том, что судебные органы КНДР могли применить к американцу угрозы, шантаж или меры физического воздействия. Произнесенная Уормбиром публично формулировка «преступление против иностранного государства» явно не из повседневного лексикона 21-летнего студента. Местные СМИ так и вовсе заявили, что проступок американца – это, цитата, «попытка подорвать единство северокорейского народа». Режим Чучхе в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к международным нормам и к человеческой личности. Приговор, вынесенный Верховным судом КНДР Отто Уормбиру, резко осудили правозащитные организации, такие как Human Rights Watch. В ее пресс-релизе сказано, что наказание по степени суровости неслыханное, шокирующее и должно быть отменено. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Комментируя приговор, представитель Белого дома Джош Эрнест сказал, цитата, «Несмотря на официальные уверения в том, что граждане США, арестованные в Северной Корее, не используются для политических целей, сейчас становится все более очевидным, что власти Северной Кореи пытаются играть гражданами США как пешками для решения своих политических задач». Конец цитаты.